эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. По информации МВД по республике, ресторан «Сунгари» является самым криминальным развлекательным заведением города Якутска. Из ресторана в полицию сделано 82 обращения, возбуждено 11 уголовных дел. Кражи, грабежи, побои и угоны автотранспорта – вот далеко не полный перечень статей, по которым заведены дела на посетителей данного злачного места. Кроме всего прочего, жители микрорайона возмущает, что ресторан, в котором круглосуточно продают спиртное, находится в непосредственной близости к школе номер 27. Прокуратурой города организована проверка деятельности заведения. Также к решению проблем жильцов подключилась и административная комиссия города. Не так давно к ответственности за нарушение покоя и режима тишины были привлечены ночные клубы «Зодиак» и «Корона», а также бар «Лица». Руководитель изолятора временного содержания Алданского района Андрей Петренко подозревается в превышении должностных полномочий. Следственный комитет выявил нарушение условий содержания подозреваемых и обвиняемых в изоляторе. Лицам, содержащихся в ИВС, передавались продукты, вещества и предметы, запрещенные к хранению и использованию в учреждении, в том числе алкогольные напитки и мобильные телефоны. Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Руководитель Алданского ИВС взят под стражу. Суд заключил подозреваемого под домашний арест. Также установлено, что неправомерные действия начальник ИВС совершал по указанию начальника ОМВД России по Алданскому району, на которого также завели дело по статье «Превышение должностных полномочий». В Якутске постоянный посетитель компьютерного клуба в один из своих визитов украл системный блок. В дежурную часть второго отдела столичной полиции обратился представитель администрации компьютерного клуба с заявлением о краже системного блока. Ущерб составил 70 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченным уголовного розыска установлен подозреваемый. Им оказался 21-летний, нигде не работающий местный житель. Постоянный клиент клуба зашел в помещение, затем похитил системный блок и скрылся. Преступник действовал настолько уверенно, что никто из персонала клуба ничего не заподозрил, а похитителя приняли за техработника, который забирает компьютер на ремонт. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Настоящее чудо произошло накануне в Нижегородской области. После 4 дней поиска 5-летняя Зарина Авгонова, пропавшая в Вознесенском районе области, найдена живой. Зарину нашли в буреломе. Обнаружили ее поисковики из поисково-спасательной группы «Рысь» и поискового учебного центра «Ратник». Девочку передали в руки медиков и спасателей. Пока девочку выносили из леса, Зарина сказала спасателям, что больше всего ей сейчас бы хотелось тортик. На этом наш выпуск завершен. За развитием событий следите в следующих выпусках новостей. Всего доброго и будьте осторожны.